Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 19 ноября. Это у нас с вами будет среда. Смотрим мы на колоде пассианс, так как день у нас обещает быть с вами мирным под арканом мир. Поэтому посмотрим события, которые ждут каждого из нас. Еще также в этот день могут происходить события, которые связаны вообще со всей планетой, мировые какие-то новости, истории там и так далее. Ну, посмотрим. Первые овны. Смотрим, какие события будут у овнов. Среда, 19 ноября. Покажите мне 19. О, сейчас я, наверное, закрою, так как она у нас обнаженная, чтобы YouTube, если что, не забанил видео. Так, 19 ноября, овны, среда. Покажите мне события. Первое сразу слезы, но слезы могут быть и радости по яблоку. Колокольчик, болтовня. Нет, скорее всего, слезы не радости, рядом печаль выпала. Такое ощущение, что здесь что-то есть, а я не вижу. Успех есть. Так, смотрим здесь. Розу нельзя. Нет, нет, нет. И здесь нет. Значит, получается 4 события у вас на среду. Первое — слезы и глубокие переживания. То есть какое-то негативное событие может быть. Но здесь именно эмоции показывают. Не ситуация, а просто переживание каких-то глубоких эмоций негативного характера. Разговоры, болтовня, разговоры и успех в делах. То есть успех тоже будет. Вот карта мира, она у нас обычно несет успех, завершение, точку. Но вот у вас успех будет именно в делах. Она у вас в делах проиграется. Так что с одной стороны есть плюсик, а с другой стороны что-то может вас расстроить в этот день. Благодарю за внимание, овны. Переходим к тельцам. Тельцы. 19 ноября. Ох, разбежались карты. 19 ноября. Тельцы. События дня. Среда. Дерево. Дерево. Корабль. Приглашение, ожидание. Замок. Ожидание, друг. Солнце, радость. Шарики еще есть. Здесь не вижу. Значит, у вас выпадает на среду хорошие новости, приглашение, общение с друзьями, ожидание, открытие какой-то тайной информации и радость, хорошее настроение. Так что у вас замечательный день. У вас тут все события выпали хорошие. Ну, вопрос только, что за тайна, конечно, откроется, мы не знаем, да. Но в целом, так как выпали шарики, может быть, это какая-то интересная, позитивная информация. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам.
19 ноября, среда, близнецы, события дня. Молния, первое событие. Солнце. Подсвечник. Корона. Конверт. Угу. Есть расческа, к сожалению. Колокольчик. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, первое событие. Вас точно ждут какие-то новости, информация. Новости иногда будут шокирующие по молнии, да, то есть они совершенно вот как гром среди ясного неба. Дальше солнце, радость, надежда, общение с каким-то влиятельным человеком, получение чего-то. Скорее всего, что этот влиятельный человек что-то вам там передаст, получите от него. Пустые разговоры, болтовня, общение легкое с кем-то и неприятность. Одно событие со знаком минус. Но рядом выпадает надежда. Есть надежда, что эта неприятность либо быстро решится, либо обойдет вас стороной. Поэтому так. То есть, соответственно, одно негативное событие есть. А может быть, неприятность будет связана с той информацией. Как вариант. Ну, опять же, это не обязательно. Смотрим дальше. Дальше у нас будут раки. «19 ноября». События дня, раки. Первое событие сердца. Еще дерево рядом. Маска. Шарики. Книга. Еще был успех до этого, до книги. Неприятность. Бабочка. Деловой разговор, обман. Цыпленок. Ну, здесь я не вижу. Значит, смотрите, первое событие выпало: общение с друзьями. Дальше приглашение, хорошие радостные новости, посещение госучреждения, общение с детками. Возможно, это там школа, садик, может быть, если брать с детьми, либо какой-то кружок там. Госучреждение, общение с детьми, неприятность, обман и деловой разговор. Ну, как вариант, конечно, неприятность — это может быть вот этот обман, маска.
Ну, а обман может быть в каком-то важном деловом разговоре в казенном доме, например. Ну, в госучреждении. Поэтому тут, видите, для вас предупреждение на среду. Остерегайтесь обмана. Но при этом есть и хорошие новости у вас. Хорошие новости, есть общение с друзьями, то есть хорошие события тоже есть. Благодарю за внимание, раки. Переходим к львам. Львы. 19 ноября, события дня, львы. Угу. Первое событие — корабль. В среду у вас череп. Может быть, ожидание врача, ожидание в больнице своей, там, очереди приема. Да, и видите, казенный дом. Только сказала, казенный дом выпал. Больница. Здоровье, больница, ожидание. Змея, врач. Змея может медиков показывать. Тайна, открытие какой-то информации. Ну, очень похоже, да, все на одну историю. Ждете в больнице разговор с врачом по поводу здоровья, он должен вам открыть какую-то информацию. Ну, опять же, да, это я так все соединила. Может быть, это все события вообще отдельные друг от друга. Ну, здесь я не вижу совпадений по периметру. Значит, смотрим. Первое событие было ожидание в этот день будет. Точно будут связаны какие-то события со здоровьем. Выпала болезнь череп. Посещение госучреждения. Общение с человеком-змеей. Это может быть медик, это может быть человек по году рождения змея. Ну и кто-то, имеющий длинный острый язык. И откроется тайна. Откроется какая-то информация в этот день. Но так как день мирный, да, под картой мир, то как бы я думаю, что вся эта история должна для вас закончиться хорошо. Все должно пройти успешно. Благодарю за внимание. Львы, переходим к девам. Девы, 19 ноября. Смотрим, девы. Змея, первое событие. Победа. Ножницы. Чашка чая. Конвертик нельзя. Слезы.
Мечи нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, первое событие — змея, общение с человеком. По году рождения змея может быть. Может быть медик, либо это человек, который, знаете, за словом в карман не полезет. Дальше победа. Может быть, у вас какой-то конфликт будет с ним или с ней, и победа выпадает. Победа и решение вопросов. В этот день в делах точно будет все хорошо. Решится вопрос, будет победа. Гости позовут в гости, либо придут гости. Может быть, эта змея в гости приползет. И еще мне нравится, выпадают слезы. Но опять же, тут рядом с решением вопроса слезы могут быть и радости. Хотя есть змея, поэтому может быть и слезы. Допустим, змея что-то вам сказала, как-то обидела, и ваши переживания. Поэтому что с чем будет проигрываться, не могу сказать. Но есть из минуса слезы змея, а из плюса это победа, решение вопросов и гости. Поэтому так. Благодарю за внимание, девы. Переходим к весам. Сейчас посмотрим, что у весов. — 19 ноября. События дня, весы. Два сердца выпало. Змея. Солнце. Подкова. Весы. Цветок. И победа. Слушайте, ну у вас классные события. Сейчас я еще посмотрю горизонталь, вертикаль. Есть еще замок. Так, здесь нет, нет, нет. Бабочка есть. Здесь нет и здесь нет. Ну, в целом день у вас классный, потому что выпадает любовь в этот день, все хорошо в личной жизни, выпадает с кем-то разговор деловой, победа в работе, в делах, исполнение желания, удача, радость, открытие какой-то тайной информации, сложный выбор из двух вариантов и общение со змеей. Вот такие у вас. Ну, из минуса общения со змеей, но опять же, змея — это не всегда плохо. Иногда это там наши друзья, иногда это может быть там какой-то человек просто с таким характером, но нам от него никакого вреда нет. Так что у вас классный день. И в любви, и в работе, и желание исполнится, и удача. Прям супер. Если видите, для вас карта мир прям отыгралась по полной программе. Благодарю за внимание. Смотрим дальше, что у скорпионов. Так, теперь надо так сложить, чтобы не повторялись. Так и так. Все, смотрим. Скорпионы. 19 ноября. Скорпионы. События дня. Среда, скорпионы.
Ножницы. Угу. Колодец. Гости. Вот интересно. За гостями и печаль, и радость. Ну, может быть, какие-то там истории вспоминать. Яблоко нельзя. Да, разговоры, видите, выпали. Гости, разговоры, и будут и радость, и печаль. То есть, скорее всего, действительно, общение на разные темы. Будильник на определенное время. Может быть, встреча. Так, нет, нет. Цветочек нельзя, к сожалению, и здесь нет. Получается, у вас выпадает решиться какой-то вопрос. Это все, что связано с делами, работой, решение. И дальше показывают гости, болтовня, радость, печаль, определенное время. Тут либо встреча с гостями на определенное время, либо решение вопроса на определенное время. А может быть и то, и надо будет как-то в этот день правильно все распределить, чтобы не было сбоев. Так что вот такая информация для вас. В целом все хорошо. Вопрос решится, и с кем-то еще встретитесь, пообщайтесь. Кстати, Скорпион, у кого день рождения 19 ноября, вот как раз гость увидела, вспомнила, у вас будет год идти под арканом Мир. Вот у вас начинается 19 ноября ваш год личный, и будет до 19 ноября 26 года идти под арканом Мир. Это очень классный год, очень такой мирный год результатов, год завершений большого цикла. Вы на пороге стоите таких уже каких-то перемен, скажем так. Поэтому год интересный. Так, смотрим дальше. Стрельцы. 19 ноября, Стрельцы. События дня. Угу. Нерешенный вопрос. Первое, что я нашла. И вот рядом есть еще цыпленок. Сразу не увидела. Здесь нет. Интимная связь, кровать. Роза. Угу. И дерево еще есть. Получается 5 событий. Первое выпадал цыпленок. Это семейная жизнь, семья, общение с семьей, с детьми. Нерешенный вопрос какой-то может быть в этот день. Приглашение, приятная встреча, интимная связь. Вам свидание, интимная связь. Может быть, позовут вас на свидание, либо на какую-то приятную встречу. Так что у вас в личной жизни, в семье все будет хорошо, а вот вопросики не решаются. И если мы посмотрим, одна половинка, не вижу, а вот вторая половинка. Ну, в принципе, возможно, скоро этот вопрос решится. Не в среду, ну так, может быть, там в четверг, пятницу уже решится. Такая информация для вас, стрельцы. Благодарю за внимание. Переходим к козерогам. Девятнадцатое ноября. Девятнадцатое ноября, среда, события дня, козерожки.
Нерешенный вопрос выпадает у вас. Успех. То есть, смотрите, один вопрос не решается, другой решается успешно. Угу, конверт. Получение. Тайная встреча. Мешок с деньгами нельзя. Чемодан. Змея. Здесь нет, здесь нет, нет и здесь тоже нет. Значит, первое событие подсказывает, что в этот день какой-то вопрос может не решиться. Эх, ножницы. Если бы не было этого конверта, то вопрос бы решился. То есть тут помешает решению вопроса получение какое-то документа, справки, бумаги, посылки, я так понимаю. То есть что-то помешает решению вопроса, получение помешает. Дальше будет успех в каком-то вопросе, будет тайная встреча, общение со змеей, это с человеком, у которого длинный язык, и временная разлука, расставание с кем-то вечером. Или встреча после разлуки. Если вы сейчас в разлуке, то это может быть встреча. Так что такая вот история. Ну, из минуса, видите, нерешенный вопрос здесь. Помешает что-то. Благодарю за внимание, козерожки. И переходим к водолеям. Водолеи, 19 ноября, события дня. Угу. Весы, первое событие. Деловая встреча, свиток. Деньги. Любовь. У вас тут прям все. Работа, деньги, любовь. Все сферы повыпадали. Угу. Успех. Ключик нельзя, к сожалению. Так, ну здесь не вижу горизонталь, вертикаль. Получается, с утра у вас могут быть какие-то сомнения. Первая карта показывает колебания, сомнения. Дальше точно будет все хорошо в личной жизни, любовь. Будет какая-то встреча важная, деловая. Вопросы, связанные с деньгами, но по мешку чаще расходы, чем доходы. Возможно, траты какие-то. И успех в делах. Ну вот если это будет встреча, то, скорее всего, она пройдет очень-очень успешно. Опять же, у нас карта мира, эта карта и есть успеха, да, это венок, вот этот лавровый венок, и он выпал практически у каждого знака, тоже вот как интересно проигралось. А вот он, этот венок. А венок — это успех, побед, достижение, результат. Потом в каком-то деле, в какой-то ситуации у каждого, ну практически у каждого знака будет в этот день успех. И вы не исключение.
Благодарю за внимание, водолей. Переходим к рыбкам. Сейчас посмотрим еще, что у рыбок, и все. Так, рыбы. 19 ноября, рыбы. Угу. Немножко хаоса есть, мешаются хаотично. 19 ноября, рыбы. События дня, среда. События дня, среда, рыбки. Угу. Череп первое. Сразу же выпадает. Ножницы. Решение вопросов, связанных со здоровьем, можно прочитать. Надежда. Надейтесь, что вопросы решатся. Чемодан. Угу. Новости. Сундук с деньгами. И радость. Сразу после сундука радость. Так. Домик нельзя. Здесь нет, нет, нет. Нет, нет и нет. Получается, в этот день, возможно, возникнут вопросы, связанные со здоровьем. Ну, опять же, здоровье, тело, внешность. Тут можно, в принципе, все сюда отнести к скелету. Дальше надежда у вас будет на что-то. Решится какой-то вопрос очень важный. Будут финансовые поступления, будет радость в этот день. Возможно, с кем-то временная разлука, расставание. И вас ждут какие-то такие ошеломительные новости, шокирующие. Да, вот молния, это как гром среди ясного неба, эта информация. И очень часто она приходит именно в электронном виде. То есть это там смс-ка, это новости в телеграм-каналах, где-то там по телевизору и так далее. Так что какая-то вот такая новость. Но она не всегда со знаком минус. Она просто вот как бы потрясает, да, скажем так, человека. Ну вот, в принципе, из минуса у вас только череп, но опять же череп это тоже не всегда минус, это не всегда болезнь. Иногда это просто вот мы там запланировали поход к врачу, к косметологу, там, не знаю, какие-то процедуры, и череп это показывает, что да, будете заниматься здоровьем или телом. Так что рыбки в целом можно сказать, что день позитивно. Не выпали ни маска, ни расческа, да, то есть такие прям ярко негативные события не выпали. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.